Ну что ж, дорогие друзья, после рекламной паузы национальная вещательная компания «Саха» возобновляет прямую трансляцию Центра спортивной подготовки «Триумф», где у нас идет 4-й день чемпионата России. Сейчас мы смотрим поединок на ринге «Б». Это весовая категория свыше 91 килограмма. Сейчас у нас на ринге представители Дагестана. Да? В красном углу ринга Шамиль Мирзалов. Он является мастером спорта. Его соперник в синей форме Магомед Амаров. Он помимо Дагестана представляет еще и Московскую область. Что касается Магомеда Амарова, да, он является мастером спорта международного класса. У нас здесь идет второй раунд. И давайте мы быстренько пройдемся по анкетам, да, по информации наших бойцов. Шамиль Мирзалов, 94-го года рождения, мастер спорта, является чемпионом Северо-Кавказского федерального округа. Но его соперник, вот мы видим, хорошо он сейчас достал левой рукой, сам пропускает в корпус. Магомед Амаров, 89-го года рождения, спортсмен опытный, не зря является мастером спорта международного класса, чемпион России 2017 года. Чемпионат тогда проходила в Грозном, как мы помним. Также победитель международных турниров, ряда международных турниров. Ну и смотрим внимательно на этот поединок. Мирзалов. Прижал своего соперника канатом к концу этого раунда, но видели, ничего он не добился этим. Что говорят секунданты? Так, у нас тут отказ, да, видимо, продолжение боя, или что означал этот жест? Он является чемпионом России 2017. Разберемся с этим позже. Да, сейчас у нас повторы. Польша. Тренируется под руководством заслуженных тренеров. Достигает удары своей цели, да, мастера спорта международного класса. Магомед Амаров. Вот, левый прямой. Вот, хорошо. Да, все-таки в углу, да, вот Шамиля Мирзалова в красном углу отказались от продолжения поединка. И сейчас у нас будет оглашение победителя, после которой, пожалуй, мы вернемся на ринг А. И оглашение. Победа присуждается Магомед Амарову, Московская область, Республика Дагестан. Да, ввиду отказа продолжения поединка, победу в этом бою одержал Магомед Амаров. Представляет он Московскую область и Республику Дагестан. Мастер спорта международного класса. Таким образом, он выходит в четвертьфинал турнира весовой категории свыше 91 килограмма. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы вернемся на ринг А, где сейчас у нас продолжается поединок Антона Зайцева, представителя Татарстана, и против него боксирует Шамиль Мансуров из Чеченской. Да, из Республики Чечни. Чечня, он мастер спорта международного класса, представитель Чечни, но его соперник мастер спорта. Итак, у нас это третий раунд идет. И вот чисто визуально, да, вот видим то, что Антон
Зайцев подсел. Но, тем не менее, идет решительно вперед. И Завершился, да? поединок завершается. Краткий разбор поединка. И сейчас нас ждет оглашение победителя. Победу, да, держал у нас Шамиль Мансуров, представитель Чечни, мастер спорта международного класса. И Шамиль также у нас выходит в четвертьфинал в весовой категории до 91 килограмма. Ну и вашему вниманию предлагаются действия спортсменов в заключительном третьем раунде. Здорово работает передняя рука у Шамиля. Раз за разом достигает цели, как мы видим. И мы ждем следующую пару. Сейчас как раз-таки будет выявляться соперник по 1/4 финала Шамиля Мансурова. За право биться с Шамилем в 1/4 финала чемпионата России это право будут оспаривать Магомед Арсланбеков. Вот он как раз-таки на ваших телеэкранах. Он представляет Дагестан. И его соперник в синем углу ринга Михаил Георгадзе из Пензенской области. Итак, боксеры уже на ринге. Напоминаем вам о том, что это весовая категория до 91 килограмма. Стадия 1/8 финала. С красного угла вышел Магомед Арсланбеков, Дагестан. Мастер спорта синего Михаил Георгадзе, Пензенская область, также мастер спорта. Мы сейчас посмотрим. Начинается поединок. И посмотрим, что нам предложат боксеры в этом поединке. Так, выжидательную тактику принимает боксер красного угла, но он идет вперед. Но тем не менее, так, он более активно идет вперед, поддавливает без удара, правда, но он хорошо защищен. Боксер синего угла Михаил Георгадзе, Пензенская область, прямыми ударами контратакует в основном. Ну, пока начал контратаковать. Вот он так, же хорошо бьет он удары снизу слева по туловищу. Вот сейчас он перевел боковой удар слева и попал. Нет, ну красного угла боксер тоже попадает. Боксеры очень хорошо, так сказать, в техническом плане подготовлены. Очень легко передвигаются для своих весовых категорий 91 килограмма. Мягко на ногах. Ну, как почти как легковесы работает. Но это достигается высокими многими тренировками, каждодневными. Оттачивается мастерство боксера. Нет, ну, действительно здорово, да? Передвигается Георгадзе. Очень хорошую работу ног демонстрирует, ну и руками, да? Георгадзе, ну, сейчас в конце раунда где-то видно будет, чье преимущество. Оба достаточно хорошо подготовлены и горят желанием добиться победы. Вот, хорошо сейчас, но не попал. Вот Георгадзе хорошо действительно передвигается, маневрирует. В этих весовых категориях тоже боксеры бывают очень подвижными. Был трехкратный олимпийский чемпион Феликс Савон. Это весовую категорию боксировал боксер с Кубы. 91 килограмм также боксировал.
И 30 секунд остается боксировать в так, этом раунде. Арсланбеков наступает. Арсланбеков все время наступает. И он не спешит. Правильно, все хорошо. Все видит. Удары хорошо проходят. Он не проваливается. Вот. И завершается раунд. Спортсмены идут восстанавливаться. И у нас есть возможность услышать. Вот, хорошо передвигается, правда, Георгадзе. Вот так же хорошо, мягко передвигался, как легковес почти. Чемпион мира Александр Егубкин, боксер из Украины. Это в 80-х годах. Вот. Ну и Феликс Саво, и Мохаммед Али. Тяжеловес тоже. Играющий танцующий боксер, такой прозвище ему присвоили. Вот. Мастерство, конечно, достигается работой каждодневной, оттачиванием техники, тактики. Михаил Георгадзе на ваших телеэкранах. Он является мастером спорта. Ему 23 года. Является финалистом чемпионата Приволжского федерального округа. Ну и также призером на международных турниров. Его соперник Магомед Арсланбеков. Он мастер спорта. Ему 25 лет. Так, второй раунд. Но бой было непонятно, чего превосходства тут не видно. Ну так маленькое преимущество имеют в эпизодах. Один под другим как-то. Бой в равном ключе идет. В концовке этого раунда. Ну, с половины с этого раунда должно, конечно, выясниться, что превосходство в этом бою. Прямой проходит исполнение Магомеда Арсланбекова. Вот в ближнем бою замечание делает судья, задержание. Активно работают оба боксера. Вот, хорошо. Боковой Дальше хороший. вправо. Надо почаще. Ну, перехватить инициативу надо одному кому-то из них. И что-то не видно преимущества, что. Бой. Как он работает, главное, не спеша. Но они каждый ждет, видимо, своего часа, своих моментов, чтобы перехватить в свою пользу инициативу. Каждый считает, конечно, свои возможности. Время считает, время прохождения поединка. Уже остается меньше минуты до конца второго раунда. Ну и мы видим то, что боксеры на средней дистанции, да, оба работают. Да, средне-ближняя дистанция. Активно обмениваются вот одиночными, двойными вот ударами. — 18 секунд. Концовка раунда. Кто проявит себя активнее. И сейчас у нас будет возможность послушать наставки секундантов, то, как оценивает происходящее на ринге. Миша, слушай сюда внимательно. Остался один вариант. Другого варианта нет. Надо драться. Жестко, четко. Все, слушай, что скажешь. Вот правильно говорит тренер, что неопределенно все. Надо четко
драться и Призером международного турнира иметь класса свое А преимущество памяти над Ахмата своим Ахматовича. соперником. Призер Всероссийской универсиады. У Михаила Георгадзе, да, очень жестко настроили на этот раунд. Мы видим, объяснять ему то, что все, третий раунд, вариантов больше нет, нужно драться. Посмотрим, как же будет драться Михаил Георгадзе в заключительном А вот на раунде. Ага. По корпусу хороший удар проходит. Ну вот сейчас Георгадзе более, сам тоже пропускает. более так увереннее начали. Это, сейчас концовку надо, тяжкий весов по очкам надо, в свою сторону надо взять. Вперед, 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 бить надо. Два удара по корпусу. Так. Снова корпус и голова. Вновь по корпусу и правый летит в голову еще раз. Ну и в третьем раунде, кажется, Михаил Георгадзе предпочитает работать на дальней дистанции. Но, видим, тоже идет на сближение. Арсланбеков контролирует дистанцию передней рукой. Останавливает, да, атаки своего соперника. И, безусловно, готовит свою. Да больше ударов нанести нужно сейчас. А будет последний раунд. Бой идет вообще равный совсем. Как посчитывать, тут очень трудно. Про правый кросс напоминают секунданты. Меньше минуты остается боксировать в этом поединке. Арсланбеков по корпусу пробил успешно, но до головы удар не довел. Ну и клинч. 25 секунд остается. И важно тут, конечно же, проявить активность, да, в концовке поединка. Концовка. Правый пришелся по защите и конец боя. И сейчас мы узнаем, кто же победил, Магомед Арсланбеков или же Михаил Георгадзе. Лично мне, вот, судя по последним, да, вот, минутам, ну и в целом Магомед, да, Магомед был точнее, решительнее, и таким образом Магомед Арсланбеков, представитель Дагестана, побеждает в этом поединке, и он встретится в четвертьфинале с Шамилем Мансуровым из Чечни, чей поединок мы видели ранее. Но сейчас у нас есть возможность еще раз насладиться яркими моментами вот третьего раунда. И у нас продолжается состязание весовой категории до 91 килограмма. Мы после повторов продолжим наблюдать за ходом соревнований в этой весовой категории.
Итак, у нас на ринге следующая пара выходит. Это в красном углу Равшан Ягубзаде из Тульской... Нет, конечно, нет, да, Равшан Ягубзаде, да, из Тульской области. И против него в синем углу Иван Сагайдак, Рязанская область. Итак, все готово для начала этого поединка. Первый раунд. Боксеры работают на дальней дистанции. Сначала только раунда. Разведывают друг друга. Действия своих соперников. Обыгрывают. Ну, боксер настроен так работать четкими прямыми ударами оба на дальней дистанции. Боксер в красной форме Равшан Ягубзаде представляет Тульскую область, как мы уже сказали. Ему 24 года. Является чемпионом Центрального федерального округа. Его соперник, вот сейчас он в атаке, Иван Сагайдак. Ему Хорошо. 22 года. Бьет боксер с красного угла. Ягубзаде Равшан. Быстрый он. Вот, хорошо. Левой такая. достал. Слева, да, боковым. Иван Сагайдак, ему 22 года. Он также является мастером спорта. И он чемпион чемпионата вооруженных сил этого года. Мы видим, Ягубзаде передвигается много по рингу. Сагайдак работает передней рукой. Вот, правая подключается. Дорогие друзья, напоминаем вам о том, что Вот, хорошо. продолжается у нас так называемые предварительные Сагайдак. поединки. Чемпионат у нас стартовал 13 числа. Каждый день утренняя и вечерняя программа. Большое количество поединков. И потихонечку турнир близится к своему завершению. Предварительная часть у нас пройдет сегодня и завтра. Да? И у нас 18 числа будет день отдыха. Соревнований в этот день не будет. Но 19 числа у нас уже начинаются полуфиналы во всех весовых категориях. И 20 числа решающие главные поединки за медали чемпионата России по боксу, который второй раз принимает столица нашей республики. Ну и концовка первого раунда в поединке между Ягубзаде и Сагайдаком. Посмотрим, кто будет активнее. Последние 10 секунд. Бить надо, подсказывают секунданты. И все. Конец первого раунда. Угол Ивана Сагайдак. Водишки полевее. Да, воды. Переднюю убираешь руку, и все, и тянешь на голове. Как шел передний нога, передняя рука, передняя нога. Подходи, передний, живот, он под правую пойдет. Просто не кидай. Куда? Стоп, ты старайся работать. Я что не пойду. Не надо идти, просто ты вот подхватывай, делай нормально. Чуть бежит, он тебя сам идет. Ну, примерно одинаково, да, подсказывают секунданты. Вот передней рукой вытянуть на себя и уже ударной встречать, да? Да, они же одинаково как-то стиля, или так, классического стиля боксеры. И правильно удары бьют, в основном прямые и боковые. Ну и на средней и дальней дистанции. Вот близко друг к другу не подходит. И разнообразных это уклонами, нырками, там, туловищем. Какие-то выкрутации не делают. Прямые удары, вперед-назад.
левой Вот хорошо хорошо, достал сейчас Якуб справа. Заде. Ага. Сагайдак тоже нормально. Ответил, Слева, да. справа ударил прямую. Ну вот, боксеры оба мастера спорта. Хорошо, технико-тактическая подготовка у них нормально подготовленная. Вот, высокого уровня они победители российских соревнований. Вот, хорошо, сейчас тоже бокс. Здорово атакует Якуб Вот, Заде вот, в движении. да, здесь внимательно если посмотреть, тут, посчитать, но победу определять, конечно, тут можно легче, чем в некоторых боях, которые до этого были. Ну вот, не попал справа, с размаху попробовал Заде. Якуб Заде. Вот. Тоже попадает интересным ударом. Вроде он не быстро бьет и не медленно, но каким-то образом достает. Передняя рука активно работает Да. у Сагайдак. Мы помним то, что ему секунданты подсказывали, Вот. да? Работай передней и встречай ударной. Якуб Заде Равшан тоже неплохо держится. Преимущество. Ну, обоих сейчас тютельку, как бы тютельку идут. Ну, пока очко в очко. Победу тоже определять будет сложновато. Обычно разница в классе есть, тогда легче определять победителя. Но если два технико-тактически подготовленные ребята так равный бой ведут. Ну, поэтому бывают эти споры, судейское разногласие, скандалы всякие разные из-за этого. Вот. Ну, якутский у нас все идет спокойно. А не дай бог, это бывает все равно, где-то не скандалы, там не до драки, но там бывает это самое. Споры, друг друга будут они оскорблять, бывает всякое. Завершается второй раунд. И да, вот как вы отметили, да, Александр Афанасьевич, примерно равный поединок идет. Ну, конечно, вот это про оскорбление всякое разное, так просто в примере сказал, ну, потому что такое бывает. Ну, не дай бог, чтобы у нас испорчен был праздник из-за этого. Ну, вот, ребята хорошо подготовлены. Достойного соперника. На одно-два движения делать. Секунданты по-разному говорят. Обычно один должен так советы давать. Если два человека с двух сторон по-разному говорят, то понять ему очень будет трудно. Это как есть, я говорю. Всегда об этом Ну, в семинарах говорят. Там Как и человек, повидавший очень многое, да? нет, ну, в семинарах говорят, тренерских там говорить надо очень много. Не нужно определенно, конкретно, чтобы по делу. А то один говорит, а с другой стороны второй говорит. Ну так, видите, в этих соревнованиях. Вот, хорошо. Стал боксер красного угла как-то смотрится более по всему бою, но тут преимущества ни у кого почти нет. Вот. Вот попаданий мало, бьют тоже мало. Тем временем время идет, бой заканчивается, да? Видим, что Якуб Заде выжидает, да? Пытается вытянуть своего соперника на себя. Рассковал, раскованно стал действовать. Прямыми ударами встречает. Подбородок защищает от, плечом, да, одна рука спущена. Опущена, ну вот немного иначе, да, действует. Вот попал сейчас. Сам идет вперед. Вот так он маневрировал, ходил там, и потом взрыв делал, и вправо попал. Эта техника разнообразного. Специально опускает руки. Вызывает. И, используя промахи своего соперника, контратакует.
Вот пропустил сам. Сагайдак все еще Ну, конечно, наступательная только позиция занимает, да? Сагайдак, ну, он сам думает и за счет атакующих действий набрать преимущество хочет. Вот. Левой и справа. Справа совсем мало бьет. Да, в основном передняя работает. Передняя работает. Вот, когда ударит, то иногда у него хорошо проходит. Вот сейчас вот так потяжься так и отходить сразу, не ввязываться. Ну, вот правая хорошо налетает до цели. В исполнении Якубзаде. Еще раз. Прямой тоже. Левая тоже работает у Якубзаде. Но он разнообразнее более так. Ну и подходит к концу этот поединок. Последние 10 секунд. И все, конец поединка. И в скором времени мы узнаем имя победителя. Подустал, да, Равшан Якубзаде, активно много передвигался. И спортсмены в центре ринга, сейчас будет оглашение. В этом бою победу одержал боксер синего угла Иван Сагайдак объявляется победителем. Иван Сагайдак у нас, напомню, представляет Рязанскую область. И в этой схватке он вышел Победителем, да. Да, из этой схватки вышел победителем. Ну и сейчас видим повторы. Сагайдак, да, на протяжении всего поединка шел вперед. Якубзаде вот пытался, да, вот в этой своей интересной манере работать на дистанции. Ну, ровный на самом деле бой. Да, ровный бой. И сейчас следующая пара, дорогие друзья, это у нас в красном углу ринга Владислав Иванов, представляющий Московскую область, и его соперник Абубакар Муцилханов, Оренбургская область. Владислав Иванов у нас представитель Московской области, является мастером спорта международного класса. Ну и его соперник Абубакар Муцилханов, мастер спорта из Оренбургской области. Итак, поединок стартовал. Давайте внимательно наблюдать за происходящим. Вот. Встречный Левша высокий, неудобный боксер, но он сам что-то прет слишком без подготовки. Вот. Толкается. Я имею в виду боксера синего угла. Выше ростом. Ну, вот эти вот атаки принесли пару попаданий в его, на самом деле, в его актив. Ну, конечно, ага. Вот попал сейчас тоже. Последний удар за ним. Ага. Прижал своего соперника Иванов. в ринга. Иванов с красного угла. Мастер спорта международного класса. Синий угол Абубакар Муцилханов, Оренбургской области, мастер спорта. Да, мастер спорта. И у него в активе есть победа на Вот, хорошо. чемпионате Приволжского Пока. федерального округа текущего года. Вот, попал. Ну, молодец. Он несколько ударов он заработал. Хотели остановиться там на другом ринге. Гон. Вот. Вот. Попадает. Вот, вот.
Меньше минуты остается. Вот, хорошо. Синий угол все-таки больше попадает, идет вперед, ну, активнее работает. Вот, вот, хорошо. Все удары проходят в него почти. Длинная Вот. серия Иванова, но сам пропускает, да, боксер в красной форме? Да, да, пропускает он. Вот этот выше ростом и левша, и удар у него как-то интересно проходит. Близкого расстояния боксирует. Имея высокий рост, но все равно у него тактика такая. Возобновляется поединок. Вот, Ой, видишь, какой как удар прошел. Хорошо так бьет. Он, наоборот, Еще он, раз. наоборот, он рост меньше делает, как бы в сторону вперед наклоняется. И с маленьким боксером так работает и выигрывает, как-то мне кажется. Вот, и как удары проходят. И он дистанция работает. Конец раунда. Ну что ж, в концовке-то, да, точно. Абубакар Муцелханов очень здорово действовал. Послушаем, что ему говорят секунданты. Коротко, не надо широко размахивать. Все, что коротко, все попадаешь, понял? Сколько он отвел руку, сразу туда ударить. И давай отталкивай. Спорта международного класса представляет вооруженные силы России. Счет боям не ведет. Я столкнул и добавляю, или перехватывали. Тренируется под Да-да-да, вот руководством слышал, вот дело. Пономарева, Смирнова и Хромова. На Первый тренер платное добирать. Пономарев. Обыгрывай, и бей. Наказывай. Ну, более такая напряженная обстановка, да, была в углу Владислава Иванова. Мастер спорта международного класса, напомню, у нас спортсмен из Московской области. Абубакар Муцелханов, да, стоит отдать должное человеку. Он нисколько не смущает его, да, вот звание своего соперника. Да, в концовке очень вот здорово действовал. выигрывает, мне кажется. Но этот первый раунд. Да, выиграл. впереди еще два. Еще два. Ну, второй раунд по-другому начинается. Мне кажется, лучше был в первом раунде. Боксер синего угла. Вот тут он Ну, это мое вновь в мнение, атаке. конечно. Ну, судьи могут считать иначе. Левый боковой. И тут размен строили спортсмены. Ближе как-то вяжутся в то время. Судья делает замечание. Вновь боковой достигает цели. И вновь у нас капа вылетела. Дорогие друзья, пользуясь заминкой, давайте проанонсируем. Да, сегодня вот в утренней программе мы увидели состязания в весовых категориях до 49, 81, 91 и свыше 91 килограмма. И вечером нас ждут состязания в других весах. И хотелось бы, конечно, отметить то, что выступит представитель команды сборной Республики Саха-Якутия Роман Напутов. Вечерняя программа также обещает быть очень интересной. Напоминаю то, что вечерняя программа начинается ежедневно в одно и то же время в 17:00. Ну а пока мы смотрим дальше поединок между Владиславом Ивановым и Абубакаром Муцелхановым. Идет у нас второй раунд. Вот тактика у обоих не меняется. Обмен ударами идет. Средней ближней дистанции. Абубакар Муцелханов, он принимает ближний бой. Он неплохо у него получается. Что-то он сам нагибается, хотя дистанции ему выгоднее были. Руки длиннее, сам выше ростом. Но ему, видимо, так планировали установки тренера. Вот, хорошо попадает. Нет, он подустал, мне кажется.
Защита команды брейк. Вот, хорошо ударился Иванов. Вот, тот уже начинает. Тот подустал. Левый какой. Нет, он ответил нормально. Усталь. Мацелханов устал, конечно. Да, видно, что Он больше тяжело работал в дышит. первом раунде, в ближнем бою. Интенсивно работал. А этот уже начинает только просыпаться. Вот удар больше бьет. Вот. Все. Конец второго раунда, да. ага. Если сейчас насколько, да, успеет, вот как хорошо успеет Абубакар да. Муцелханов восстановиться. Иванов, он уже сейчас темп повыше брать. Третий раунд ему будет Муцелханову тяжелее. Послушаем секундантов. Еще раз повторяю, Дугаева, я выходи за спину, оттуда возвращайся с ударами. Ты умеешь это делать, понял? 197 поединков. Все, дави, бей. победу. Дыши, может, все может. Друга 2018 года. Чемпион спортивного центра Проявить характер. Центрального центра «Динамо» Очень 2017 много, пробил, года. защитил, пробил, добавил, защитился. Копинцева, первый Третий раунд. Санжар Петров. Ну, слышали мы, да, то, что Владислава Иванова призывают активно действовать в третьем раунде, потерпеть, проявить характер. Ведь, да, мы все видели, Да, то, правильно. А сейчас под третий раунд очень устали оба. что, мы видели то, что Абубакар, да, Муцелханов в конце второго раунда был более уставшим. Да, более уставшим. И посмотрим, как он восстановился и пойдет ли дальше так активно Иванов. Хорошо бьет, ага. Ну, а Иванов более аккуратно работает в этом третьем раунде. Поближе подходит. Вот он дистанции надо сейчас третий раунд. Этому Муцелханову. Дистанция работает. Он не выдержит так в ближнем бою. Вот хорошо надо. Мощный удар такой, да, Да, с выбросил. размаху, да. Но стоять не надо, только зачем стоять здесь? Иванов предлагает порубиться. Ну, конечно, у ближней него дистанции. выгодна эта дистанция. Он коротким ударом бьет, для него это удобно. Вот, хорошо. Ярковат. Промазал. Да, размашистый удар своей цели не достиг. Вот, хорошо Как работает. работает Хорошо Иванов. бьет, хорошо, ага. Короткими ударами. Ну, Абубакар Муцелханов, да, видно, что устал уже не Но столь, он, да, но он сильны его удары уже, как в предыдущих у него раундах. морально-волевое качество, боевые качества на высоком уровне. Он устал, но продолжает все равно работать. Вот. Эти вот размашистые удары уже пошли. Минута остается, и при таких обстоятельствах вот эти вот секунды, да, казалось бы, всего минута, это будет испытанием Это очень для обоих. плотно начали. Очень. Боксеры не выдерживают. Ты видишь, как третий раунд не так тяжело. В других боях так их не замечаешь. Вот. Совсем устал, видимо, да, Муцелханов. Да, Толком устал даже он, не да. атакует, вяжется в клинч. в такой степени, да, конечно, он истратил свою энергию. И вновь у Муцелханова, да, капа оказалась на полу ринга. Ну, сейчас и так остается там, да, 20 секунд. Итак. И снятие балла, да, у нас.
Ага, кажется, предупреждение показывает. И вот включается Муцулханов. В концовку хочет активно поработать, да, проработать концовку. Ну все уже. Сейчас будем ждать определения победителя. Вердикт судей, как говорится. Ну, в начале, да, поединка Абубакар Муцулханов смотрелся Да. предпочтительнее, да, много Да. попадал, больше попадал. Больше попадал в ближнем бою особенно. Ну и потом, начиная с конца второго раунда, вот Иванов как включился в третьем раунде, он более открыто вел поединок. И будет очень интересно, конечно, сейчас узнать, кто же стал победителем в этом очень интересном поединке. Ну вот видим, да, то, что действительно ровный поединок получился. Сразу не могут судьи, да, сразу вот так. Да, сразу определить. Спорный. Возможно, Ага. потребуется просмотр видеозаписи. Нет, видимо, да, Нет, будет. сейчас Ринг А. В этом бою сразу могут дать. победу одержал боксер красного угла. Победа присуждается Владиславу Иванову. Своевременно, да, активизировался представитель Московской области и смог таки переломить ход этого поединка. Ну что ж, поздравляем Владислава Иванова. Представляет он Московскую область, и он встретится таким образом с Иваном Сагайдак. Ранее мы смотрели выступление вот Ивана, и сейчас вашему вниманию предлагаются вот, нарезки действий спортсменов в третьем раунде. Здорово, конечно, Владислав Иванов смог переломить ход этой встречи. Ну и, конечно, сказалось то, что Абубакар Муцулханов, да, как-то не совсем рационально распределил энергию на весь поединок. В первом раунде смотрелся здорово, под конец второго уже подсел, ну а в третьем мы видели то, что, казалось бы, да, восстановился, но вышел и снова очень быстро устал. Но это уже следующая пара, дорогие друзья. В красном углу ринга Антон Кудинов Челябинской области, и против него у нас в синем углу Владимир Узунян, представитель Москвы. Ага. Тут Кудинов, Владимир Узунян. Начинается встреча. Это у нас предпоследний поединок в утренней программе. Узнаем вот за оставшиеся два поединка, узнаем имена последних двух четвертьфиналистов в этой весовой категории. Послужной список еще. Да, напомним в начале. Давайте начнем, ну как полагается, да, с Антона Кудинова. Представляет он Челябинскую область. 82-го года рождения спортсмен, является мастером спорта, чемпион Уральского федерального округа этого года. Его соперник Владимир Узунян, боксирует он в синей форме, мастер спорта международного класса, 98-го года рождения, родился в Москве, победитель чемпионата Европы 2016 года, финалист чемпионата мира 2016 и также является победителем летней спартакиады. Молодежи, да? Да, первенств. А он 20 лет ему. 98-го года. Да. Ага. Вот он не спешит. Хорошо, четко пока останавливает. Почти набирает легкими ударами. Присматривается к своему сопернику. Вот он двигается. Вот так двигаться надо. Стоя сейчас дрались-то этого сразу. 82-го года этот соперник-то ему. Прилично, это 30 с лишним лет. Да, один из самых возрастных участников, да, нашего чемпионата. Ну, посмотрим за ходом этого поединка. Видим то, что Кудинов уступает в росте. И, по всей видимости, нас ждет вот классическое противостояние, да, когда боксер более высокого роста, в данном случае Узунян, будет работать на дальней дистанции. Ну а Кудинов, в свою очередь, будет пытаться сближаться и работать в ближнем бою. В ближнем бою, да, но он этот опыт имеет молодой спортсмен, чемпион Европы. И это
молодость, у него это основной козырь, конечно. Спорт молодых, все-таки бокс. Ну и, да, классическое противостояние в плане того, что высокий, более рослый спортсмен против Да, низкого, и он- еще противостояние опыта и вот молодости, да, скажем так. Да, ну, это тоже опытный, видимо, спортсмен, но Кудинов, Несмотря, да, ага, Антон Кудинов неплохо боксирует. завершается первый раунд. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Антон Кудинов, Челябинская У нас область, есть город возможность Челябинск. послушать секундантов. Боксер 82 года рождения, боксом занимается 16 лет, мастер спорта России. На ринге провел 210 поединков в 180 боях, одержал победу. Является чемпионом Уральского федерального округа 2018 года. Ну, слышали мы, да, то, что Антону Кудинову говорят о том, что секунданты он уступает по итогам, да, первого раунда. Ну, вступает он, видно. И надо ему вот активнее работать, более увереннее себя чувствовать. Ну, скованность здесь какая-то в действиях Антона Кудинова, по мнению его секундантов. И посмотрим, что будет во втором раунде. Итак, Антон Кудинов, Челябинская область, Владимир Узунян, Москва. Кудинов продолжает, да, напрягать своего соперника, Он выступает так и вперед. в первом раунде Да. примерно так работал. Ну, ему что остается делать? Его за ним гнаться, прижимать, стараться к канатам, потому что он выше и очень хорошо передвигается, достает с дистанции. Прямые удары хорошо бьет и сбоку тоже. Вот. Ну, Владимир Узунян, да, будет. Узунян более грамотно строит тактику. О, Хорошо попал. Хорошо поработал, ага. Мог бы он еще атаку, так сказать. Но вылетела капа. Да. А сейчас передадут. Помощник секундант пошел. Да, капа А. покинула пределы ринга. Сейчас потребуется некоторое время для того, чтобы найти ее, промыть. Второй раунд. Да, нашлась капа. Ну что ж, хорошее начало, да, для Антона Кудинова. Хороший такой удар прошел, действительно. Посмотрим, сможет ли он развить свой успех в начале второго раунда. Нет, он такой жилистый, но крепкий. Боксер. Кудинов. Антон Кудинов пошел вперед. Активные действия. Ну, этому боксеру надо спешить, надо смотреть. Он сейчас делает. Что он туда подкрался к нему? И отсчет у нас пошел. Команда бокс и продолжает у нас оспаривать путевку в четвертьфинал. Низко бьет. Ох, Хорошее попадание. Ну, да, почувствовал, да, вот уверенность в своих действиях Антон Кудинов после вот того попадания хорошего. Увереннее себя чувствует уже ну во молодец. втором раунде. Он намного старше. Он лишь наравне почти берет с молодым. Вот. Но Узунян, видимо, да, чувствует, Да, то, что Узунян. соперник хорошо включился и уже сам идет тоже вперед, да? Он уже
Если же вот держал дистанцию, Но он держал дистанцию и на отходе там не подпускал бы прямым ударом. Но он к нему нагибается и к нему навстречу идет, на ближний бой принимает. И это ему невыгодно, мне кажется. ну что ж, завершился второй раунд. И если же по итогам первого, давайте сейчас послушаем секундантов. Боксер 98-го года рождения, боксом занимается 7 лет. Мастер спорта международного класса. На ринге провел 184 боя в 167 поединках, одержал победы. Является победителем первенства Европы 2016 года, финалист первенства мира 2016 года. Тренируется под руководством Олега Меньшикова, Лукьянова и Дударева. Первый тренер Дударев. Кудинов. Ну, к углу, да, вот Владимира Узуняна мы видели то, что подходил врач и интересовался, нормально ли у них там. Потому что у Узуняна мы видели, да, кровь была, видимо, рассечение небольшое открылось. Ну, а Антона Кудинова, как я понял, да, вот попросили попробовать работать в передвижении, да, налево-направо, как я понял. Может быть, я неправильно расслышал. Ну, посмотрим, да, как будет действовать Кудинов. Какие коррективы предлагают Вот, внести хорошо. секунданты. Пошел Кудинов. Передняя рука работает у Узуняна. То он что-то не перестал работать в третьем раунде. Кто-то ждет. Готовит. Надо побольше ударов нанести. О, хорошо. В клинче работают спортсмены. И на выходе правый боковой хорошо отправил Узунян. Вот. Несколько ударов подряд. Кудинова достигает цели. Капа вылетает. Узуняна. Ну, эта остановка, думаю, пойдет на пользу обоим спортсменам, да? Лишние секунды для того, чтобы подышать, восполнить. Давайте Вот, посмотрим. хорошо. Активно, как Вот, возобновили молодец. поединок. Ага. Хороший плотный Узунян, удар да. по корпусу. Вот Узунян попадает так, опять ввязался опять в ближний бой. Ну, от дистанции двигаться. Но он сам не двигается, принимает ближний бой. Чуть больше 40 секунд остается еще боксировать в этом поединке. Кто за это время проявит себя активнее. И сейчас видим, да, что больше нацелен, видимо, в атаке. На атаку Кудинов. Больше у него получается. Ну, могут дать даже победу. Да, почему нет? Здорово себя проявлял. Вот хорошо, вот попадает. Все. Конец поединка. И сейчас мы узнаем, да, победителя. Очень интересная, конечно,
противостояние у нас прошло. Вот, помним то, что после по завершении первого раунда Антону Кудинову говорили то, что ты уступаешь. Да, первый раунд Да. так было, да. Давай Сейчас работать в активнее, конце он активнее. хорошо. Затем Он Владимир исправил Узунян дело. перестал работать, да, на дистанции, начал сам тоже боксировать, работать на средней дистанции. Посмотрим, как это решение скажется на исход этого поединка. Видим то, что, да, судьи и, как в предыдущем поединке, не могут, да, сразу вот так сказать, победил боксер этого угла. Есть решение, Да, по вот всей сейчас, видимости. ага. Судейские записки собирает. Судья на ринге. И потом он отдаст это главному судье. Ну, очень И интересный будут, поединок. ага, и будут они там решать. Судейские записки собраны. Ну и присутствующие болельщики, сами спортсмены, секунданты с волнением продолжают ждать решения. Представители судейского корпуса. Ну, особенно вот под конец, да, как Антон Кудинов начал очень уверенно действовать. А началось все с того вот этого вот попадания, да, левым боковым, если вот я не ошибаюсь. После этого как-то Кудинов стал намного себя увереннее чувствовать. Это И не могут они что-то исправить. под конец третьего раунда вообще вот Кудинов очень уверенно шел вперед. Но посмотрим, как все в сумме это будет расценено, да, вот сейчас. Но местная публика, да, считает то, что красный Антон Кудинов выиграл. Итак, спортсмены в центре ринга. И А в этом оглашение бою результата. победу одержал боксер синего угла Владимир Победа Узунян, все-таки город да, присуждается Владимиру Узуняну. Поздравляем представителя Москвы. Мастер спорта международного класса выходит в четвертьфинал. Ну, как бы ни старался, да, Антон Кудинов, видимо, Пара осталась. все-таки поздно. 12-й заключительный бой. Поздно прямой программы включился и рефери поединка судья международной напоминаем вам, дорогие категории друзья, то, что по 3 критериям оценивается выступление спортсмена, не только на попадание. Это, конечно же, и попадание, и Красному углу ринга Садам активность, Магомедов, и вот, Владимирская область, Республика Дагестан. нацеленность к победе. И, видимо, по сумме всех 3 критериев Узунян был сильнее в этом поединке. Ну что ж, это у нас последняя пара утренней программы. В красном углу ринга Садам Магомедов. Представляет он Владимирскую область и Республику Дагестан. И против него у нас в синем углу Султан Магомед Мусаев из Дагестана. Последняя пара в утренней программе 4-го дня чемпионата России. Итак, поединок стартовал. В красном углу, в красной форме, из красного угла в красной форме Магомед Султан Мусаев, вы простите, Магомед Саддам, Магомедов Саддам, а с синего угла Магомед Султан Мусаев. Сразу Оба боксера Дагестан, красного угла Владимирская и области Дагестан двойным зачетом. А боксер синего угла выступает за Дагестанскую республику. Сразу отметим то, что боксер в красной форме Садам Магомедов является мастером спорта международного класса. Он чемпион России 2016-2017 годов. Синий угол кандидат мастера спорта Магомед Султан Мусаев, Дагестан. Да, в этом году он дошел до финала чемпионата Северо-Кавказского федерального округа. Ну, молодой, перспективный, наверное, держится. 99-го года рождения. Ну вот ему, может, и 18 лет, 19 лет, тогда выходит.
Ну что ж, победитель этой пары встретится да, с Владимиром Узуняном. Присматриваются друг к другу спортсмены. Боксер красного угла хорошо чувствует все действия, контролирует действиями своего соперника. И у него все хорошо поставлено очень. Он двукратный чемпион, да? Чемпион России. Да, 16 и 17 годов. Да, мастер спорта международного класса. Физически хорошо сложен, хорошо подготовлен в технико-тактическом плане. Ну вот, мне кажется, молодому боксеру будет очень трудно. Ну, бывают такие бои, что думаю, что он сейчас его выиграет ввиду явного. Ну, так возьмет и такой бой закатит, что мало не покажется. Вот, Хорошая серия проходит. Да, он удары проходит, ну, Дагестан. Вот. Вот, попал опять справа боковым. Боксер левша. Очень хорошо защищен. Вот, опять попал. Ну и первый раунд спокойно так прошел, да? Спокойно прошел, но победу, конечно, наверное, по очкам выиграл. Не победил, а выиграл. Боксер красного угла. Боксом занимается 10 лет. Мастер спорта международного класса. Представляет спортивное общество «Динамо». На ринге провел 195 поединков. В 184 боях одержал победу. Является двукратным чемпионом В России. обоих углах ситуация Финалист Кубка спокойная. президента Начало Казахстана. поединка. Первый раунд Является прошел, руководством скажем так, да, Аршада оба Кадирова, спортсмена Евгения Ну, наверное, это присматривались друг к другу. Николай Юрченко. боксер синего угла. Ну, сейчас посмотрим во втором раунде, как он настроен. Они, видимо, с одного места, с Дагестана. Второй А этот раунд. представляет и еще Владимирская область. Саддам Магомедов. Очередная Да. хорошая такая серия в исполнении Магомедова. То, мне кажется, он не полную силу работает. Вот. С одной команды. Апперкот через защиту достигает цели. Вот, ну. Всё совсем мягко бьет. Вот сейчас Вот, более-менее, подстал, да, хорошо. более-менее хорошо ударил. Хорошие такие серии демонстрирует Магомед Султан Мусаев. Нет, Саддам Магомедов, конечно. Мастер спорта международного класса. А чувствуется опытный боксер высокого класса. Вот. Левый прошел. Ну, молодому боксеру надо быстро работать, на быстроту. Он как-то неуверенно работает. Напоминаю вам, дорогие друзья, то, что это у нас заключительный поединок сегодняшней утренней программы. У нас идет 4-й соревновательный день чемпионата России. Сегодня мы узнали имена всех полуфиналистов весовой категории до 49
килограммов. Также у нас шли состязания в весах до 81, свыше 91 килограмма. В этих весовых категориях уже все поединки прошли, и мы смотрим последнюю встречу в весе до 91 килограмма, где вот у нас последнюю путевку в четвертьфинал в этом весе оспаривают Саддам Магомедов и Магомед Султан Мусаев. По завершению этого поединка будет перерыв до 17:00. И вечером в 5 начнется вечерняя программа, где у нас вступят в борьбу за медали, продолжат, вернее, борьбу за медали представители других весовых категорий. Нас, конечно же, в первую очередь будет интересовать выступление Романа Абутова. Ну а сейчас давайте послушаем секундантов. Занимается 26 лет. Видом мастера спорта представляет спортивное общество «Динамо». Является финалистом чемпионата Северо-Кавказского федерального округа 2018 года. Тренируется под руководством Расула Гусейнова, заслуженного тренера России Зубайра Джафарова. Первый тренер Магомед Расул Гусейнов. Первый в голову, второй в живот. Либо наоборот, живот бьет печень. И когда пробиваешь, вот так не отягивай, ручки на мягко возвращай. Потому что махает он и прям рядом прилетает. Повнимательнее качай. Секунданты из ринг. Ну, Саддаму Магомедову, да, советуют чередовать удары. То есть Третий. В голову на один туловище корпус, или да, туловище в голову. или наоборот. Посмотрим, как он будет выполнять эту установку в этом раунде. Юрий говорит, он бьет. Летят удары его. Будь осторожен, сказал. Вот. Вот. Ну, победу так будет продолжаться. Одержит боксер красного угла Саддам Магомедов. Спокойненько, да, продолжает работать. Продолжает работать. Потихонечку свое преимущество укреплять. Вот. Попадает он как только бьет в голову, сразу попадает. Завтра четвертьфинал. Вот, да, то, о чем говорили, и снизу еще добавил. Сериями работает Магомедов. Голову потом в туловище переводить. Это у него все хорошо идет. Ничего. Ну, даже если удар прилетает и в защиту, то Точно, это тоже нокдаун посчитали. приносит определенный урон. Конечно, Идет но отсчет. не полностью работает. Ну, так сказать. Ну и все идет к тому, что да, вот Саддам Магомедов одержит победу в этом поединке. И, конечно, сам понимает Магомедов, что он ведет в этом поединке. И надо, конечно, еще и распределить энергию, да? Да, конечно. Впереди еще как минимум один поединок. А в лучшем случае получается у нас еще три. Да, еще 3 поединка. Этот выиграет, потом еще 3 боя, стоп. Стать чемпионом. Так, уже последняя минута осталась. Да, последние 10 секунд. 10 секунд. Ага, Да, и концовку. Да, продолжал работать, да, вот Саддам Магомедов. И тут все, конечно же, ясно. Но все-таки давайте, друзья, дождемся оглашения. Ну, а на ваших экранах сейчас Султан Магомед Мусаев.
В этом бою победу одержал боксер красного угла Садам Магомедов. Да, без сюрпризов в этом поединке победителем объявлен Садам Магомедов, представляющий Владимирскую область и республику Дагестан. Является он мастером спорта международного класса. В четвертьфинале он встретится с Владимиром Узуняном, также мастером спорта международного класса из Москвы, чье выступление мы видели одним поединком ранее. Ну что же, дорогие друзья, прежде чем попрощаться с вами, мы посмотрим вот яркие моменты третьего заключительного раунда этого поединка. И еще раз хотелось бы сообщить то, что выявлены все полуфиналисты весовой категории до 49 килограммов, которые, безусловно, интересуют якутских болельщиков бокса больше всего. Василий Егоров победил Шамиля Котлубаева и встретится с Аяном Артышем из Новосибирской области. Ну а Борис Сидоров, капитан нашей команды, к сожалению, уступил Батору Сагалуеву сегодня. Ну что ж, дорогие друзья, на этом утренняя программа четвертого соревновательного дня подходит к концу. В 17:00 мы начнем трансляцию вечерней части этого соревновательного дня. Так что до скорых встреч в эфире, друзья.